Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. События уже у вас на пороге. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и загадайте на свое будущее. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, какие события уже у вас на пороге. Так, события здесь веселые. Вот сразу веселье, какое-то вот застолье, праздник. Смотрите по этой чаше. Люди пьют из чаши, людей много. Все как-то веселятся, активные, веселые, настроенные на позитив. Какой-то праздник, корпоратив, мероприятие, день рождения. Какая-то вот, я не знаю, массовая какая-то вот эйфория, да, где люди веселятся, выпивают, вкусно кушают. Вот какой-то праздник у вас совсем на пороге. Либо вы о нем знаете, готовитесь к этому празднику, либо вас неожиданно туда позовут, пригласят, и вы вот прям примете это приглашение, примите немножечко с сомнением, а нужно ли, а стоит ли. А я вам скажу, не сомневайтесь, конечно же нужно, конечно же стоит. Прекрасные события, возможности, которые вам откроет это мероприятие. Во-первых, вы хорошо проведете время, вы вкусно покушаете, вы сладко попьете, вы повеселитесь, вы потанцуете, вы станете просто-таки звездой этого мероприятия. Очень многие люди будут подходить к вам, знакомиться, комплиментить. Понимаете, вы блеснете. Вот как будто бы вы немножечко по этому песочку засиделись, да? Немножечко вот такой вот энергии вам не хватает, энергии драйва, движения, активности, общения, человеческого вот какого-то тепла, да, вот электричества, да, которое между людьми происходит. Вам нужно в массы, вам нужно в люди, вам нужно пойти по максимуму оторваться, извините за слово, да, пообщаться с как можно большим количеством людей, зарядиться от этих людей хорошей энергетикой, энергетикой добра, энергетикой радости, смеха, удовольствия, почувствовать себя звездочкой, почувствовать себя живой и яркой, красивой, желанной. Вот что вам нужно. Мои милые, не отказывайтесь, ни разу не отказывайтесь, идите туда, наслаждайтесь и живите полной жизнью. Там будет весело, там будет хорошо, там вас будут и принимать, и ждать. И действительно, это все для вас. Это все для вас и для того, чтобы ваше настроение поднялось. Также я хочу сказать, что на этом празднике вы стараетесь не налегать на алкоголь, а немножечко поберечь себя в этом плане. Я не буду говорить про какие-то плохие последствия, я буду говорить о том, что может быть, вы немножечко какую-то интоксикацию получите, да, либо там на утро будет голова побаливать, да, кому это нужно, это никому не нужно. Наслаждайтесь просто процессом, да, не выпивкой, да, не едой, а именно процессом, что все веселые, что все активные, вот этим наслаждайтесь. Также будьте готовы, что к вам там будет какое-то вот повышенное внимание со стороны противоположного пола. То есть будете вы звездочкой, будут за вами ухаживать, будут уделять вам внимание, комплиментить, стараться вам попасться на глаза, может быть, чем-то вас удивить, какую-то там историю вам рассказать, заинтересовать, пообщаться, обменяться телефончиками. То есть вы будете как на расхват, да, вот как-то вот прям попадете в гущу событий, поймете, что я там, ого-го, какая женщина, да, вот прям все меня добиваются, все меня хотят, все меня желают, все пытаются привлечь мое внимание. То же самое и для мужчин. Прям женщины будут за вами аж пищать, извините. Вот прям я вижу, что активно все на вас вот с такой большой активностью двигаются. Вы прям какой-то фурор произведете. То ли вы выглядите как-то сногсшибательно, то ли вы будете при таком параде, да, вот при таком хорошем настроении, что будете просто как магнит, еще раз, да, магнит для противоположного пола. Дальше. Я вижу, что там могут завязаться вот именно при этих событиях какие-то романтичные отношения. Либо не при этих событиях, но событиях похожего плана. То есть где-то с кем-то вы пересекаетесь, какой-то дружеский разговор, какое-то, может быть, дружеское общение, может просто вот молниеносно
молниеносно, вот как молния, да, ударила двух людей сразу, да, и люди прям чувствуют, что они друг друга страстно желают. Все может закончиться именно вот такой страстной любовью, да, вот прям страсть, огонь, искры во все стороны, все поглощающие такие ощущения. Ощущения именно, ну тут интимная связь идет, тут не любовная связь, а больше как интимная связь проходит, но опять же таки, что начнется с огня, огнем и закончится. Понимаете, вы с друг другом вот проведете время, повстречаетесь, пообщаетесь на этой теме, а потом поймете, что вы все-таки больше, наверное, друзья, чем любовники. И знаете, вот такое будет ощущение странное, да, что вот как-то, да, без слов будет все ясно, будет все понятно. Вот как быстро начнутся отношения, так они и потухнут. Вы получите удовольствие, вы получите радость, вы друг друга наполните, вы друг другу будете невероятно благодарны за то, что между вами случилось и сложилось. Почему эти отношения так быстро закончатся? Да потому что у вас другой человек на пороге. Понимаете, другой человек на пороге. И ваш человек, он немножечко другого свойства и другого характера. Для тех, кто в отношениях, кто в семье, в паре, кто согрешит, скажем так, да, потому что я честно скажу, я вижу, что здесь будет такое вот треугольничек, даже у кого-то может быть и четырехугольничек. Знаете, это тот момент, когда вам нужна эта встряска, вот реально нужна будет эта встряска, потому что вы, ну, как-то зачахли, да, захерели, как-то вот вы разочаровались, может быть, в жизни, в своем партнере. А вот такие острые моменты, острые отношения, они помогут вам вернуться в то состояние радости жизни, наполненности, да, вот перчинку ту самую получить. И вот ваш партнер, увидя ваш блеск в глазах, что вы меняете, что вы как-то вот активно себя ведете, больше будет уделять вам внимание, возможно, примирение, возможно, восстановление в каких-то вот романтичных отношениях именно уже с вашим постоянным партнером. Ну а для тех, кто, например, без партнера совсем, то вот этим вот ярким огнем будет привлечен тот самый, кто станет вашей половинкой, кто станет вашим будущим мужем. Вы знаете, вам нужно заблестеть, засиять, вам нужно зажечь свою душу и свое сердце. Ваш партнер, тот самый настоящий, единственный по судьбе, да, он тоже где-то рядом с вами ходит, но тишина и темнота, он не может вас увидеть. Вам нужно загореться, вам нужно стать тем факелом, той звездочкой, на которую пойдет этот человек. То есть, понимаете, вы должны дать ему знак, он должен вас увидеть. Поэтому не игнорируйте вот такие вот, может быть, романы, да. Ничего дурного в этом я не вижу. По крайней мере, песок мне не говорит, что это будет дурно, плохо для вас закончится с последствиями. Наоборот, песок говорит, что вы должны это пройти для того, чтобы войти в какой-то новый этап своей жизни, чтобы ответить себе на какие-то вопросы и порешать какие-то свои сугубо личные проблемы. Поэтому, мои милые, не обращайте на это внимание. Вот если будет возможность, в общем, реализуйте свои желания, у вас на это будет все. Возможность будет дана на то, чтобы вы по максимуму получили удовольствие от своего партнера. Так, мои милые, я вижу, что у вас вот на работе что-то, да, какая-то вот дележка на работе может быть какое-то предложение на работе, может быть даже не совсем корректное предложение. То есть я вижу, что человек пытается перетянуть на себя, может быть, вот эти весы, да, кантор на себя пытается перетянуть. В голове у человека рыбка, да, потому что, ну, хочется, конечно же, двигаться вперед, конечно же, хочется денежку получить, но с другой стороны какой-то блок стоит. Блок, я не знаю, непробиваемая какая-то ситуация. Я вам посоветую такую вещь. Вы должны понять, что против вас выступает система. Не конкретный человек, там, не ваш руководитель, не ваши, может быть, там, коллеги и прочее, прочее. Против вас идет система. Да, вы можете побороться с этой системой, но голову разобьете. Да? Система сильнее, чем человек. Потому что человек один, а за системой стоит огромное общество потребителей. Да? Поэтому, мои дорогие, будьте в этом плане немножко позговорчивы. Да, это тот случай, когда нужно быть как все. Соглашайтесь на то, что идет, пытайтесь себя вывести на какой-то уровень, пытайтесь набить себе по максимуму цену. То есть вот это да, это нужно делать. За себя нужно побороться, за себя нужно постоять, для себя какие-то, может быть, оптимальные условия выбить. Но
бороться с системой не стоит, потому что вы ее не осилите. В принципе, я думаю, что ну, нет такого человека, который бы мог пробить систему. Группа людей, да, без проблем может, но один человек будет сложно. Я вижу, что есть люди с вами, которые тоже такого же мнения, как вы, ваши коллеги, вы вроде можете общаться, вас поддерживают, с вами соглашаются, но если придет время конкретных действий, то, к сожалению, вы почему-то вот один остаетесь, либо одна остаетесь. Вот эти все ваши типа, да, последователи, коллеги, они все вот забьются по своим норкам и будут сидеть себе очень-очень тихо. Поэтому, пожалуйста, не относитесь к этой ситуации как к вызову, да, вот что вам бросили вызов. Отнеситесь как к ситуации, которую нужно просто принять и с которой нужно просто смириться. При этом постарайтесь по максимуму себя обозначить и засолбить как можно больше там для себя каких-то возможностей, плюшек и бонусов. Также у вас по работе чуть-чуть попозже, там буквально через там, день, пару дней, там, может быть даже пару недель, вот новый человек, новое лицо какое-то появится. Это может быть новый сотрудник, новый начальник, может быть новый клиент даже какой-то. Вот с этим человеком у вас будут очень хорошие, теплые, дружеские отношения. Этот человек вам, ну, скажем так, многое в жизни может подсказать, помочь. Ну, даже вплоть до того, что даже в бытовой, да, вашей жизни человек может вам помогать. Поэтому, знаете, это девушка, причем девушка молодая, хорошим другом вам станет, помощником, таким, знаете, ответственным партнером в дружбе, вот можно так даже назвать. А у кого-то, кстати, с будущим, да, с этим человеком даже могут быть действительно партнерские отношения, вы, может, что-то вместе совместно организуете, да, либо этот человек вас куда-то с собой потом позовет, пригласит, вы будете работать и дальше вместе, но, например, в другой компании, либо это будет уже ваша компания совместная. То есть вот такой момент есть. Не пропустите этого человека. Тут прям дружба идет очень хорошая. Дальше. Для людей, которые на расстоянии находятся. Вот между вами расстояние, между вами километры. Километры как фактические, так и ментальные. Смотрите, вы можете находиться вообще рядом, да, там, жить в одном городе, но вот так будут складываться обстоятельства, что там то вы заняты, у вас много работы, дел, то ваш партнер занят. Вот как-то ваши встречи, они постоянно даты плавают, переносятся, да, и вроде все, вы должны встретиться, вы должны увидеться, тут раз что-то происходит. И кто-то, вот, ну, девушки, да, в основном этим грешат, начинают думать, что ну, значит, это знак судьбы, что нам не по судьбе, да, что мы не должны быть вместе. Мои милые, не надо так вот утрированно воспринимать знаки судьбы. Да, это знак судьбы, но судьба вас испытывает на прочность чувств, и на выдержку, и на умение ждать, и на умение доверять друг другу. Понимаете, здесь вас заставляют больше по друг другу скучать, друг друга больше влюбляться, в друг друге больше нуждаться. Пока вы это не осознаете, ни вы, ни ваш, вот, например, партнер на расстоянии, пока вас и не подпускают. Придет время, вы будете вместе, вы еще будете уставать друг от друга, будет и такое. Но не расценивайте это как негатив. Наоборот, это вам идут испытания на вашу прочность, на ваши чувства, на вашу выдержку. А как вы к друг другу относитесь? А серьезно вы или несерьезно? Любовь либо увлечение? То есть вот такое идет испытание. Принимайте стойко, принимайте. Вот если любите, прям ни на что не обращайте внимания. Все равно вы будете вместе, все равно вам дадут возможность, вы будете вместе, вы будете друг друга любить. Дальше. Здесь человек вышел на паука похожий. Но честно, тут только один посыл к вам идет. Будьте аккуратны, потому что какой-то вот прям хитрый паучок, да, попытается чем-то вас там заманить, обмануть, в какие-то вот сети вас затянуть. Особенно вот в интернете. Будьте аккуратны с покупками, с продажами в интернете и с проектами в интернете, потому что там явно что-то вот нечисто, да, какая-то вот ну, грязная история, да, вот с обманом и какими-то, может быть, манипуляциями. Не попадитесь. Лишний раз перепроверьте человека, организацию, мероприятие, все перепроверяйте. Вообще возьмите себя за правило, что
все нужно перепроверять. Не ленитесь, поищите отзывы, почитайте, что люди говорят об этом человеке, либо об этом товаре, либо об этой ситуации, либо об этом сервисе. Просто вам вот подсказочка идет, что нужно все перепроверять, чтобы не было жесткого разочарования. Проверяйте. Дальше. Кто-то узнает, что беременность наступила. Беременность может наступить у вас, у ваших близких, у ваших знакомых, либо, например, у людей, которые вам не совсем приятны. То есть вот именно идет весть о беременности. Я не могу понять, в каком ключе, вы уж лучше мне там напишите в комментариях, да, но что это как-то вот со спины новость заходит, неожиданная новость со спины. Эта новость требует проверки, потому что она идет в Луне. То есть, возможно, кто-то там скажет, что я там беременна, да, пытаясь выиграть в каком-то деле, либо при каких-то обстоятельствах, либо в каком-то, может быть, даже споре за, например, мужчину. Не надо доверять слепо этой информации, потому что там скроется какой-то секретик есть, да, что-то там есть. Вы, кстати, тоже для себя можете, например, там у вас, будет предчувствие, да, вы сделаете тест, он покажет положительный результат, а на самом деле нет. Понимаете, что тут вот какая-то беременность с Луной связана, да, и со спины заходит вся эта информация. То есть нужно будет перепроверить, то есть не нужно доверять слепо. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть ни тестом, ни людям, ни ситуации. Мои милые, я вижу, что у вас на ближайшее будущее жизнь яркая, жизнь событийная. Держите себя в узде. Не позволяйте людям себя обманывать, не позволяйте обстоятельствам быть выше вас. И не идите против шерсти, против системы. Будьте немножечко позговорчивее и будьте немножечко повнимательнее к деталям и к мелочам. Все у вас будет замечательно. На этом у меня все. Гадание закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.